Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Важно сказать, что Салих Сайдашев родился во времена культурного подъема в начале 20 века. То есть, когда вместе с русской деятельностью также и начала расцветать деятельность татарского народа. Салих Сайдашев Замалетдинович родился 3 декабря в Казани в 1990 году в доме 101 по улице Большая Мещанская, ныне улица Нариманова, она потом снесен. Говоря про его родословную, то его дедушка был Бекчантай из деревни Ибря, это ныне Воскоборский район, и он считался очень зажиточным хозяином. То есть у него был свой скот, хозяйство, и у него было также 4 сына. Одним из сыновей у них был Замалетдин, он же был и отцом Салика Сайдашева. Через время он переезжает из деревни в город и начинает работать сапожником. И, кстати говоря, становится неплохим предпринимателем. Вторую жену звали Мухабжамал. Она же и является матерью Салика Сайдашева. Но, к сожалению, отец умирает за 14 дней до рождения Салиха и когда не смог увидеть рождение своего сына. К тому времени, как он умирает, у него уже было свое предпринимательство, у него были также и ученики. И перед своей смертью он отдал заботу о своей семье с Замалетдину, своему помощнику Насреддину Хамитову. Потому что он вырос в этой семье, он учился, и он мог ему доверить продолжение своей семьи. В сельской местности дедушка Бекчантая очень активно присматривал за своими потомками, и он решается отдать свою внучку Раузу за Насреддина. Интересный факт, что братья не хотели этой женитьбы, и они всячески подговаривали, что она лысая, некрасивая, но Насреддин сделал один такой хитрый ход. И как-то раз он подсмотрел в окошке перед свадьбой и увидел, что это на самом деле была красивая девушка, у нее были волосы. Они женятся, и с тех пор Насреддин становится частью семьи Салиха Сайдашева, он переходит в храм. Впоследствии Салих растет в женском окружении, он рос среди 7 девушек. Это Рауза, Махуджамал, его сестра Амина, Насреддин и также их 4 дочки. На семейных застольях семья Насреддина часто играла на тальянке. И считается, что первой учительницей Салиха Сайдашева является его тетя Мария Рафикова, потому что, когда ему было 5-6 лет, она сажала его к себе на коленки, привязывала его пальцы к своим пальцам и повторяла на гармонии много раз одну и ту же мелодию с нужным темпом, ритмом. И со временем, когда она уже убирала пальцы и давала ему гармошку, он смог это все сам повторить. И уже в 8-9 лет он самостоятельно играл на гармошке. В 8 лет его отдали в медресе и в русскую школу, в которой он учится 4 года. Из воспоминаний было, что когда его отправляли на базар, чтобы приобщать к торговле, он сказал маме такую цитату, что «Знаешь, мама, не гони ты меня на базар, я туда не пойду, потому что один музыкант дотронулся до моей руки. А ведь когда музыкант дотрагивается до чьей-то руки, то этот человек обязательно становится музыкантом. И я тоже буду музыкантом». В 1912 году Амина выходит замуж за Шигапа Ахмерова. Он являлся журналистом, известной личностью того времени, и вместе с Габдуллой Тукаем жил, в гостинице «Булгар», совершенно верно. После свадьбы Шигап Ахмеров переезжает в их дом, и после этого получается, Габдулла Тукай в этом доме, то есть со всеми родственниками, Салих Сайдашев, получается, живет 11 лет, да ведь? Да. И что самое интересное, что именно уже Лейля Айтетките сказала, что он учился на гармошке, и первые его творческие какие-то порывные начинания, то есть в профессиональном виде его увидел именно Шигап Ахмеров. Именно он привез домой фортепиано, чтобы Салих Сайдашев учился играть. Забавная такая история, то, что Салих Сайдашев боялся, что его увидят, как он играет на гармошке, точнее, Шигап Ахмеров. Ведь дело в том, что его, как уже Лейля сказала, хотели из него сделать продавца, и думая, что Шигап Ахмеров такой же мысли, что ему нужно стать продавцом, он никогда не играл перед ним на баяне или вообще на музыкальных инструментах. Но Шигап Ахмеров всегда, приходя домой в то время, когда Салих Сайдашев, как мы понимаем, не ожидал этого, он видел, что он играет на инструменте. И сказав это своим друзьям, то есть то, что у нас есть такой маленький гений, он купил для него
Рояль, совершенно верно. Вот, и, соответственно, домашним Шигап Ахмеров сказал, чтобы его какими-то домашними работами, да, освободили его от домашних работ, чтобы он смог развиваться и учиться играть на инструменте. Первым его учителем музыки это Загидулла Яруллин. Да, также хочется сказать, что именно Шигап Ахмеров привел Габдуллу Тукаю в Восточный клуб. Вот, он в то время, благодаря именно Шигапу Ахмерову, был и знал очень много известных людей того времени. Также в Восточном клубе играла труппа «Сайер», да, первая татарская профессиональная труппа с 1911 года. Вот, то есть наш маленький Салих Сайдашев очень был близок к интеллигенции того времени. После этого, то есть Шигап Ахмеров с женой, они переезжают в свой уже дом, да, где бывает очень много известных гостей. Вот эти гости у нас на презентации. Вот, и, соответственно, это тоже влияет на Салиха Сайдашева, да, то, что на его мировоззрение, на его становление его личности. Вот. Как уж мы можем пройти мимо Салиха Сайдашева и Габдуллы Тукая, да? Габдулла Тукай был очень почитаемым гостем в доме Ахмеровых, да, и Шигап Ахмеров говорит про него такие слова. «Знаменитый поэт Тукай часто бывал у меня дома. Салих с ним уже близко знаком и с уважением, и с радостью его встречает. Тукай давно ему симпатизирует и любит слушать, как он играет. Случалось, что Тукай заходил к нам даже без всякого дела, для того, чтобы только послушать игру Салиха. Причем в этих случаях сопереживали, общались довольно долго. Хотя прощались, смело говорилось, хорошо же играет шельма, музыкантом будет». То есть так Салих Сайдашева говорил наш великий татарский писатель. Вот. Также хочется сказать, что внук Нияз Ахмеров, да, то есть внук Шигапа Ахмерова, перевел статью да, Ахмерова, то есть уже, как мы знаем, в течение 20 века, да, письменность татар менялась 3 раза, да, до 1917 года у нас письменность арабская графика, да, с 17 по 39 у нас латиница, и, соответственно, с 39 по сегодняшний день у нас кириллица. Вот, переводя, так скажем, на наш уже современный язык, он говорил, что сегодня наша общественность равно счит поэта Тукая и, конечно же, композитора Салиха Сайдашева. Также известный наш писатель Гадель Кутуй говорил, что для татарской музыки Сайдашев является тем же, что и Тукай для татарской поэзии. Вот. Также хочется сказать, что в Восточном клубе еще один великий татарский композитор начал свой творческий путь, и это у нас Мансур Музафаров. Вот. Очень много интересных историй, как они общались, работали, вообще дружили, да, до последних своих дней. Вот. И Мансур Музафаров в своих воспоминаниях говорит, как они познакомились. Мансура Музафарова мама и сестра привели в Восточный клуб, и он, зайдя в здание, он услышал, что кто-то играет на скрипке. Быстренько снял с себя верхнюю одежду и побежал на 2-й этаж. И для его удивления на скрипке уже играл маленький Салих Сайдашев. Вот с этого момента они были очень дружны. Также есть одна очень интересная история о том, как они хотели подзаработать денег, да, и поверхностно только быстренько вам расскажу. Может, кто-то уже знает об этой истории. Заключается она в том, что Салих Сайдашев предлагает Мансуру Музафарову подзаработать немножко денег, да, и они решают поехать на теплоходе по нашей Волге, да, и говорится о том, что Салих Сайдашев был настолько уверен, да, что сейчас вот они зайдут, он только как заиграет, да, и деньги им посыпятся, вот. Их даже на каюту не пустили, то есть их сразу на борт отправили, вот. Мансур Музафаров очень переживал, то есть как они сейчас обратно доберутся, но Салих Сайдашев не унывал, он все-таки думал, он ему сказал, сейчас, когда обратно поедем, у нас точно все получится. Но, соответственно, когда они обратно поехали, у них то же самое не получилось, то есть их даже уже в каюту не впустили, да, богатым, не то, что там дать к роялю прикоснуться. Вот, то есть Мансур Музафаров, конечно же, очень сильно переживал после смерти Салиха Сайдашева, да, но это чуть попозже. Вот, но само
Знаете, это так замечательно работать вместе, где ты понимаешь, что такие великие люди, которые строили нашу культуру, да, у нас в нашей культуре 100 лет, да, то есть в профессиональной культуре. И то, что такие личности работали в этих стенах, это прям в рабочий процесс дает тебе еще очень много-много сил. Так, идем дальше. Говоря про более точные даты, в 1914 году он поступает в Казанский музыкальный колледж по классу фортепиано у Радзевича. То есть, если раньше он был таким, думая то, что вот ребенок, он неплохо играет, то теперь уже он получил, как бы, так скажем, такой статус музыканта, где он должен был уже профессионально этим заниматься. В 17 году он переезжает в Буинск и создает там за очень короткий срок музыкальную студию, оркестр, организует и руководит чувашским и татарским хорами, дает уроки игры на фортепиано и сам участвует в концертах и спектаклях. В 23 году этой студии уже не было, но благодаря первым шагам Салика Сайдашева в дальнейшем там появилась первая районная музыкальная школа в Татарстане. Вот. Также в 18-21 года носится первый, в принципе, работы Салика Сайдашева. Это татарский вальс для фортепиано, песня «Долгий путь», а также переложено для духового оркестра марш Хайбулкина, Ахмадулы Хабибуллина и марш Загидулы Ярулина Маштукая. Вот. В 19 году приезжает Шамиль Усманов, и это очень энергичный оратор, писатель. Он активно включается в общественную жизнь города, и Салик Сайдашев вступает в Красную армию, становится почетным красноармейцем. Мотивацией вступления в армию, думаю, стало его такой компанейский характер, потому что там также были и другие артисты, музыканты, и в то время начался упадок артистических труп, поэтому он в роли духовика едет. Я был определен в первую армию в Оренбурге духовиком. Между тем, я работал руководителем струнного оркестра драматической труппы. В бытность в Ашхабаде я заболел тропической малярией, и в связи с этим был отослан обратно в Оренбург, где мобилизовался. В этом же году по распоряжению Оренбургского отдела народного образования я получил назначение на должность заведующего Восточной музыкальной школы. Одновременно я был и руководителем оркестрового класса. Именно здесь я сумела развить себя как музыкант, и оркеструя ряд татарских песен и маршей, я хорошо владел оркестром и получил навыки дирижирования. Именно здесь начались мои первые шаги как композитор. Также затем в дальнейшем музыковед Халима Булатова-Теребулова цитирует, что певец Хаким Байбеков организовал в школе оперную группу, в которой мы занимались балетом. На этих занятиях топером был Салик Сайдашев. После окончания урока мы еще целый час обычно танцевали любимые наши танцы — вальс, польку, мазурку. Салик всегда безотказно играл на любой танец на слух. Техника у него была блестящая, и все-таки он много занимался, каждую минуту играл гаммы и упражнения. Уже в Казани летом 1926 года я встретила Салита Замалетдиновича на улице. Счастливый и возбужденный Сайдашев говорил, что он много занимается, собирается поступать в консерваторию на фортепианный факультет. Но вскоре умерла его жена, и в консерваторию, как мы знаем, он так и не поступил. Вот. И уже говоря про жизнь в Казани, в 22 году он возвращается в родной город, открывается Татарский государственный театр имени Красного Октября. Находится он в нынешнем Южноостровском. И с этого времени также культурная деятельность продолжается в этих стенах в Восточном клубе. И даже после переезда театра в другое здание, этот дом долго еще будет называться Маданилет Ерта. В этой постройке также были известны личности, как Фатима Исфес, Фатхи Бурнашем. К ним часто заходил сам Салик Сайдашев. И Шариаздан Сарамсаков говорит, тоже еще небольшая цитата, что зимой 1924 года после спектакля Сайдашев остался на всю ночь в помещении театра вместе со стажером. Они затопили печку в одной из комнат театра и стали печь картошку в зале. К ним присоединились известная уже в то время артистка Нафига Ханум Арапова и студентка техникума Галия Булатова. Много народных песен пел тогда Сайдашев, особенно запомнились Сарайт Шелбора и Зульхижа. Тем, кому удалось слышать в исполнении Сайдашева народной или его собственной песни, трудно ее забыть. Мягкого тембра лирический тенор Сайдашева гармонировал с воздушевным настроением. Как общеизвестный факт, что Салик Сайдашев стал основателем жанра музыкальная драма. Начало это берет из
пьеса «Гулья Бану» по Мирхандару Файзи. И после этого появляется музыкальное оформление Габиши, Бузигет и Юсуфа Зулейха. Однако именно с приездом Салиха Сайдашева в Казань этот жанр начинает набирать очень активные обороты. Начинается не с комических пьес, это «Башмагам» и «Казан Сальгесе», и после них он перешел на более драматические постановки. С каждым разом он усложнял музыкальные номера, добавлял туда арии, дуэты, хоры и выступал в в культуре как композитор-новатор. Также он мечтал о постоянном односоставном оркестре, и уже в 23 году его оркестр исполнял вступление к спектаклю Ибрагимова «Башмачки». Дирижером уже был сам Салих Сайдашев. Сейчас мы перейдем на его ранние работы, самые известные, да. Будем слушать с вами произведения, написанные Салихом Сайдашевым, и немножко пройдемся по сюжету. Первый спектакль — это у нас «Казан Сальгесе», да. Как уже Лиля сказала, что на основе всех произведений Салиха Сайдашева лежат наши народные, татарские народные песни. Вот. «Казан Сальгесе», татарская народная песня. Немножко послушаем, а потом расскажем. قادش قادش قازان سردسه قادش قادش قازان Кто-нибудь узнал, кто это поет? Чей прекрасный голос? Сахадива, что ж вы какие сегодня скромные у нас. Так, давай, Митабас, продолжаем. Афиши, пожалуйста. Музыкальная комедия, написана Каримом Тинчуриным, да, премьера состоялась в Казани на сцене Казанского государственного академического театра имени Красного Октября 17 января 1923 года. Главные роли исполняли у нас Рукия Кушловская, Сидик Айдаров и Бари Тарханов. Музыкального оформления, естественно, сделал Салих Сайдашев. Вот. Впоследствии этот спектакль многократно возобновлялся, изменялся и дополнялся музыкальным оформлением. Вообще, говоря о творчестве, да, он, мне кажется, как вот мы поняли, он каждое свое произведение, да, он заново возвращался к нему в какие-то моменты и переделывал. Где-то он это сам своим желанием, да, перерабатывал свои произведения, а где-то ему, естественно, предлагалось государством это сделать. То есть дальше мы еще вернемся к спектаклям, там я скажу. Музыкальная комедия «Казан Сальгесе» отражает конфликт старого и нового, да, где молодежь борется за свои права, борется против нелепых обычаев, косности и ханжества. Вот. А главным фактором музыкального оформления спектакля является звучащие на все его протяжении лирическая народная песня, да, «Казан Сальгесе». Также хочется сказать, что в финале в исполнении двух участников в действиях «Казан Сальгесе» воспринимается как апофеоз торжества над новым и старым. То есть «Казан Сальгесе», оно разделяется на разные темы в данном спектакле, да, и каждый раз звучит по-новому. Так, следующий спектакль, несколько кадров из спектакля. То есть фотографии, к сожалению, 23-го года не сохранились, но потом этот спектакль еще не раз ставился в театре Гиляскара Камала. Вот это уже последняя постановка. Маленькая реклама. Мы каждый месяц у нас в зале, вот в этом же зале, показываем старые спектакли. Вот с русскими субтитрами, поэтому, если будет интересно, приходите. Дальше фотографии наших современных композиторов, которые возвращаются в своих произведениях традиционным звучанием Салиха Сайдашева.
И следующий наш спектакль — это «Угасшие звезды». Скажите, пожалуйста, в зале, наверное, все смотрели этот спектакль, верно? Вот. Пьеса была написана также с Каримом Тинчуриным в 24 году, 26 октября 24 года была премьера «Угасшие звезды». Так, артистов мы с вами видим, да. Но это опять-таки спектакль уже 50-х, 60-х годов. Вот. И говоря о музыке, также лейтмотивом берется песня «Пасконате». Она является драматургической канвой, то есть на этой песне выстраивается весь спектакль. Эту песню, наверное, все вы тоже слышали, да? Данная песня носит не только лирический характер, но еще и вступает в роли трагического символа. То есть у ребят как бы на руках крылья, да, которые сломанные судьбы, сломанные крылья, да, о прекрасном будущем. То есть также хочется сказать, что там есть замечательный дуэт, да, Сервер и Магдум. И эта песня взята Нет, до оперы мы сейчас дойдем. То есть Салих Сайдашев обработал крымскую народную песню, которая называется «У крепости». Да, эту же песню потом еще Глинка, точнее, до этого использовал Глинка в опере Руслана Людмила. И, соответственно, после этого еще Салих Сайдашев услышал, сказал, какая прекрасная мелодия, да, я его тоже обработаю. Вот, дуэт. Салих Сайдашев не только народных песен использовал, но еще и баиты и мунаджат. И вот данная песня как мунаджат. Ага. Вы сейчас прослушали аудиодорожку, да, это из спектакля «Сунган Юлдызлар», поставленный в театре Карима Тинчурина. Вот. И последнее произведение — это увертюра «Сунган Юлдызларга». Также бонусом хочется сказать, что после нашего вечера у нас в наших социальных сетях выйдет информация, ссылкой, где вы сможете прослушать все аудиодорожки, которые мы собрали. В данной пьесе отображается татарская деревня, да, 1914 года. В ней повествуется трагическая судьба двух влюбленных. Вот. Причиной гибели которой становится начавшаяся Первая мировая война и губительная сила предрассудков. В 25 году у него не было притакных работ. Однако он женится на своей первой жене, Валентине Мухиной, но, к сожалению, через год она умирает. Вот. Такую. Валентина Мухина будет чуть-чуть попозже фотографии. Вот, можно сделать следующий слайд. Давай. Вот там
С правой стороны как раз-таки его первая жена, Валентина Мухина. 25-26 год можно знаменовать двумя важными потерями в жизни Садик Сайдашева. Сначала умирает Зайнеп Ахмерова, это сестра Шагаба Ахмерова и также их близкая подруга. Умирает она от рук своего поклонника. После встречи в Десятикаске Восточном клубе она возвращается, и он ее, к сожалению, убивает. Вот. После этого по всей... В принципе, это событие всколыхнуло не только Казань, то есть она вышла за рамки этого города, и была создана пьеса, тот песня, которая называется «Наган Кие», со словами «Не стреляй, Наган, сердце замирает от грома выстрела твоего». Джулиет Файзи вообще дал ей 3 варианта значения, однако до конца жизни он так и не узнал, чему поспособствовало написание этой песни. То есть настолько сильно это было таким потрясением для Сайдашева, что он, будучи даже своему близкому соратнику, другу, не рассказал об этой трагедии. Вот. В 26 году выходит 2 новых произведения. Это «Восточный балет» из пьесы Тахира Захре Фатхи Бурнаша и увертюра Галия Бану, увертюра Бзангер Шель и много-много другое. Тахира Зухра была поставлена 18 марта 1926 году на сцене Татарского театра к бенефису Сидди Кайдарова. Это оперный певец. Интересный факт, что он сначала играл здесь в струнном оркестре. Можно понять, что в этом здании очень много было событий, связанных именно с Аликом Сайдашевым, с татарской интеллигенцией. И потом Сидди Кайдаров дебютировал с труппой «Сайер». Это первая татарская профессиональная труппа. И затем он начинает работать в театре для Ситара Тамала. Вот. Пьеса Тахира Зухра была поставлена в новом музыкальном оформлении Сайдашевым. Клавир, который, к сожалению, не сохранился, но у нас есть небольшой отрывок из «Восточного балета», который есть в общем доступе в интернете. Так тоже неплохо. Говоря в целом про этот балет, он в дальнейшем используется в балете, который написал Сарвинас, который написал Ильхам Гайтеряк, и это является как одной из главных мелодий в балете. Он не был поставлен, но благодаря... Про балет Гульнара я также расскажу чуть попозже, но говоря про именно эту мелодию, да, в целом понятно. Она используется в балете Сарвинас, и удалось восполнить его буквально в этом году благодаря новому начинающему оркестру во главе нашего дирижера Айдара Ниязова. Вот. Так что какая-то запись и мелодия сохранилась, это очень-очень-очень хорошо. Вот. Вы мне отвечаете, все верно. 3 ноября 26 года она умирает, но она ему рождает первенца Альфреда, она умирает от заражения крови во время родов. Вот. Это первенец, да, Альфред. Нет. Сейчас я тоже все расскажу. Спасибо за вопросы. Зайнеп Ахмерова, как раз-таки сестра, которую убивают, да, а Нури Сакаев был ее молодым человеком. Говоря про дальнейшее травмное событие, он тоже умирает. Алик Сайдашев пишет марш, который называется «Сакай марше» в честь Нури Сакаева. Да, он посвящен Нури Сакаеву, но в нем также вложены еще и боль утраты за Зайнеп Ахмерову, как бы близкого человека, Валентина Мухина, и за самого Нури Сакаева. Ее убивает поклонник из того, что, который был в нее влюблен. Она не ответила взаимностью. Сакай марше. Можешь сама включить, раз мы найдем доступ.
Да. И также через месяц после похорон Валентины в декабре 26 года состоялась премьера музыкальной драмы «Зангершель». Режиссер и роль Булата поставил и сыграл роль Булата Карим Тинчурин, а Мейсера была Рукия Пришловская. Обратите, пожалуйста, фотографии. Это можно назвать историческими кадрами. В первой постановке Карим Тинчурин сам играл Булата. Да, там еще есть интересный факт, что Карим Тинчурин не умел петь от слова совсем. И песня Булата была написана как речитатив, чтобы Карим Тинчурин хоть как-то смог его исполнить. Вот. И потом, когда они поехали на декаду в Москву, да, про это тоже чуть попозже, уже в этой роли, в роли Булата, был Сидик Айдарский. Вот, Айдаров, точнее, Сидик Айдаров, вот, и услышав его прекрасный голос, Салих Сайдашев за одну ночь написал песню Булата Дусларом, да, которая в начале спектакля звучит, за одну ночь, вот. Зангар Шанез, «Голубую шаль» тоже все смотрели, верно ведь, да? Немножечко хотим также дать послушать вам произведение. У нас немножко времени, да. Караурман. Немножко хочу сказать про Караурман, да. В татарской культуре очень много связано с черным дремучим лесом, да. Многие считают, почему постоянно татары не могут выйти из дремучего леса, даже среди скажем так, и нашей татарской интеллигенции есть люди, которые так говорят. Такой простой пример, да, как я для себя поняла, почему для нашего народа очень важен Караурман, да, дремучий лес. У меня мама из Пестриченского района, как мы знаем, что там очень много кряшен, да, и вот, и получается, посередине две татарские деревни, а все деревни вокруг уже не совсем татарские, так скажем, да. Вот, и я у мамы спрашивала, а как так получилось, то, что именно ваша деревня смогла сохраниться, то есть, как бы, почему вас не крестили? Она сказала, что деревня на тот момент как бы находилась среди дремучего леса, то есть просто войска Ивана Грозного не дошли до деревни моей мамы. Поэтому дремучий лес — это не просто, знаете, Караурман Аша, вот сейчас вы услышите слова, да, то есть дремучий лес не просто как лес для нас важен, да, а какой-то вот такой вот факт я для себя открыла, что благодаря дремучему лесу мы смогли в какой-то мере сохранить себя частично. Так, Караурман. Включать не хочется, но чувствую, Лиля просит. Пьеса, как уже было сказано, была написана в 1926 году, да, поставлена в декабре. И вот уже в следующем году будет столетие, как мы с вами смотрим «Голубую шаль» и не можем насмотреться. Также предлагаю посмотреть на презентацию, да, вот это тоже исторические кадры. Смотрите на правую сторону, посередине сидит сам Карим Тинчурин в образе Булата. Обратите внимание, что лица у них светлые, да, в то время наносился белый грим, но им казалось, что так их ярче увидят зрители со сцены. Вот. В театре Галяскара Камала «Голубая шаль» ставилась не раз, да, первая постановка в 26 году, потом в 29 году 2 раза была постановка. Валиев Сульва был такой режиссер.
Вот, его новаторство не совсем понравилось нашему народу, потому что в первой своей постановке он взял слишком яркие громоздкие декорации, да, где актеры просто терялись, а во второй своей постановке он решил каждому герою дать определенный цвет. Например, Мулла был у нас весь зеленый, да, и чтобы еще показать, как развивается как бы наша страна, да, у каждого героя на лице был нарисован у кого-то трактор, у кого-то комбайн. Вот. Такие вот. Так. Вот это уже постановка 56-го года Шарьяздара Сарымсаковой, да. А посередине Рауза Хайретдинова, она очень многие годы играла Булата и поменяла 4 Булата. Вот. Как рифму прям. Вот. Обратите внимание, здесь тоже вот сцены. То есть в какой-то период в развитии татарского театра, да, у нас был еще реализм, да, то есть на сцене делали все так, как в жизни происходило. То есть вот вам, пожалуйста, березка, вот вам и домики, да, Мейсель Эжера. Так, идем дальше. Также хочется сказать про «Голубую шаль», что Салих Сайдашев в данной своей музыкальной обработке использует 7 народных песен, вот, на основе которых сделал свои произведения. Так, Сүзлелеге. Думаю, можно сказать, что с началом смерти Валентины Мухиной можно считать начало его череду трагических событий в его жизни. В 27 году он продолжает переживать потери, но в Казани организуется радиовещание, и Адель Каптуш, Эмиль Усманов и Исмагил Усманов приглашают его туда работать музыкальным редактором. Он с энтузиазмом начал искать новые голоса, и здесь он также повел себя как новатор. Когда стало не хватать татарских голосов и произведений, он решил внедрить туда русско-татарские передачи. То есть он приглашал своих друзей из оперной группы, и по татарскому радио впервые зазвучала русская музыка. Затем также был организован чувашский хор студентов под руководством Салика и чувашского поэта Петр Пузангай. Тем более опыт работы у него уже был с чувашами в Буинске. И также по татарскому радио зазвучала и чувашская музыка. Вот. На радио он работал недолго, 2-3 года, но это оставило большой след. Если мы говорим про Сайдашева дирижера, то особо много фактов нету, но именно он считается первым татарским профессиональным дирижером. Он основал первый оркестр. И в 29 году начинается его концертная гастрольная деятельность. Он дирижирует оперой «Свинья», первая татарская опера, а в 30 году в Москве оперы «Эшше». И там же дирижирует своей драмой «И». Если сказать небольшую цитату Золотой Фази про Сайдаша, можно сказать, что Сайдашев был композитор оркестрового мышления. Он создавал музыку прежде всего с учетом оркестрового звучания. Вся его музыка была рассчитана на исполнение с оркестром или для вокального исполнения в сопровождении оркестра. И этим, очевидно, объясняется полифоничность фактуры его произведений. Обладая великолепной музыкальной памятью, он также редко записывал свои ноты, он почти не обращался к партитурам. Партитура в ее обычном виде вообще отсутствовала, он писал сразу, набрасывая карандашом на клавир, тут же расписывал партии инструментов, и начиналась работа с оркестром. Иногда кто-то их собирал в партитуру, но бывало и так, что они оставались у оркестрантов, и после того, как спектакль снимался с репертуаром. Вероятно, этим можно объяснить частичные потери самих нот. Вот. Сам Сайдашев дирижер также играл на таких инструментах, как скрипка, край, флейта, мандолина, гармонь и труба. Исмагил Усманов рассказывал, что однажды к началу спектакля не пришел трубач, и Салих, недолго думая, взял трубу и вел его партию, одновременно дирижируя оркестра. Видимо, не случайно в планах Союза композиторов на 1941 год было предусмотрено написание Сайдашева музыки под названием «Концертина для трубы».
Также театральный сезон в 28 году к ней приезжает Максим Горький, и Салик Сайдашев во время отпуска организует целый концерт, куда приглашает своих друзей, и они выступают в Мадания Кверта, Дом культуры, и в дальнейшем через год Горький приглашает их, так скажем, в тур по городам, где в лице татарской делегации они посещают множество городов, посещая музеи и другие промышленные заводы. Вот. То есть у него профессиональное образование было пианиста, но он также обучился и гармонии, и скрипке, и кура, и мандолине, и флейте, и трубе. Мгм. Нам говорят, что у нас остается очень мало времени, поэтому наемщик, да, смотрели, знаем, Шкенебс Барма, да, ага. Поэтому хочется уделить больше внимания музыке в плане того, что, да, вообще Салих Сайдашева, честно говоря, очень сложно петь. То есть, если ты вокалист, почему-то в некоторых моментах не совсем недооценивают, да, потому что, чтобы спеть Салиха Сайдашева, у тебя должен быть очень широкий диапазон, да, потому что все его произведения, это сначала ты с низов начинаешь, у тебя все это растет, растет, особенно женские партии. То есть у тебя должна быть великолепная техника, чтобы спеть его произведение. Сейчас я вам включу арию Гульюзюм из спектакля «Наемщик». Так, 14. Это вот первая ария. Нет, я дам послушать. Это быструю часть. Ага. Вот такая вот медленная часть повторяется еще 2 раза, а дальше вот. То есть быстрая часть, да, и хочется сказать, что те певицы, которые поют эти произведения, это просто большой поклон, потому что если вначале ты берешь с низких нот, да, идешь наверх, а потом у тебя уже просто такой разворот, где с плохим голосом эту песню просто не споешь, это произведение, арию Гульюзюм, точнее. Есть еще третья ария, да, и я хотела бы вам включить дуэт Батыржан и Гульюзюм. Салих Сайдашев эту работу называет своей самой лучшей работой, то есть музыку к спектаклю «Наемщик» по пьесе Тази Гизета. Также фотографии.
Пошла. Третий ария Гулизум был ты его. Так, сейчас. Так. Маршал Эйдер Пинакит. Мгм. Также вдобавок хочется сказать, Лейля, историю про постановку, где училась она не очень хорошим успехом. Да, потом её в дальнейшем хотели заново воплотили, но она, не сказать, что была провальная, но она не вызвала какого-то отклика среди зрителей. А, Более того, была убрана одна из важных кульминационных драматичных сцен, когда на фоне хора гостей пели дуэт Батыжан и Гулизум, не этот веселый, а более драматичный кусок, когда Батыжан должны были арестовать. И как он повторяет, я бы даже сказала, онегинский ход из оперы, когда одновременно, то есть, идет 2 мелодии и 2 текста. После этого Батыржана арестовывают, как может понять, возлюбленный Гулизум. Её отца вообще убивают на её глазах. И как бы весь зал в слезах обычно после этой сцены, но именно её не было этой новой постановки, и поэтому как-то она не увенчалась успехом. Вот. Продолжу также говорить про марши. Он написал около 11 маршей, в том числе самый известный — это марш Красной Армии. Я думаю, все его слышали, все его знают. Поначалу он вообще не хотел за него браться. Марш был писан к мероприятию празднования 11-й годовщины Красной Армии. Поначалу он не хотел браться, потому что для него подобный стиль был не совсем привычен, однако он уже имел успех. Он звучал в День Победы над фашистской Германией по всей по СССР. Также он очень часто звучит в парадах в Казани, и он также был на парадах в Москве. После он в 29 году пишет встречный марш. Я думаю, можно поставить небольшой кусочек, что я представляю. Этот марш имел успех, то есть люди в Германии, из Америки, из других, в принципе, стран выражали своё почтение, что очень высокое качество татарской музыки. В дальнейшем, в мае, он женится в 29 году на Софии Алпаевой, однако этот брак оказался неудачным из-за различий, но в дальнейшем у них появляется сын Эмиль и Науфаль, и ещё один сын, да, это будет чуть-чуть попозже. Из-за различий характера она не очень полюбила его нового сына Альфреда Кельвинца. Ну и в целом различия характера, повторюсь, и поэтому в дальнейшем они разводятся чуть-чуть, гораздо позже. Вот. Нет. Она, по-моему, она не была музыкантом. Ему вообще с женщинами не везло, если честно, как мы поняли. Там будет 3-я жена. Да. Она вообще поженилась ради фамилии Сайдашевой и ради улучшения жизни её сына Фархада. Вот.
Да, Да. ради пиара. Да. Первая жена была. Первая жена, она не была музыкантом. Вообще, в целом, тогда для женщин это было не то, что неприемлемо, а, неприемлемо. То есть сидеть дома, очаг, и только девушки-революционеры могли быть музыкантами, выступать и быть артистами, вот. И то она умирает спустя год их совместного проживания. Вот. В июне, возвращаясь к тексту, Максим Горький же обещал им тур, грубо говоря, и они вместе с латвийской делегацией, они едут по таким городам, как, сейчас я вам скажу, по Астрахани, Махачкала, Баку, Тбилиси, Сухуми, Сочи, Симферополь, Ялта, Харьков, Москва и Крым. То есть очень такой большой тур в лице Хади Такташа, Адели Кутуе, Калина Джмигли, Оскар Камала, Карима Тинчурина и остальные. Ну, то есть все важные деятели, которые были в то времени, все они их собрались. И в Москве затем было в Доме ученых встреча сама с Максимом Горьким, то есть он с ними не конверсует. Вот. Вернувшись в Казань, он написал оперу «И», что переводится как «Родина». Она прошла с огромным успехом. Ее арии... Да, конечно. Ее арии вы сможете послушать уже у нас на диске. Я предлагаю пойти дальше. Да. И таким образом заканчивается первичная жизнь Салиха Сайдашева, начинаются 20-е годы, да, 30-е годы, репрессии, где он теряет очень много близких себе людей. Одним из них, конечно же, был Карим Тинчурин, да, с кем они дружили, с кем они творили, с кем были самые, как бы, творческие подъемы, да. Вот. Интересный факт про спектакль «Жюль Сезлер». Короткий факт, но он очень забавный. В пьесе, когда Карим Тинчурин ставил спектакль, он решил из Салиха Сайдашева сделать артиста. И, Лиля, расскажи, пожалуйста, это интересно. Да, он очень сильно переживал, и он сказал диалог, сейчас скажу даже какой, процитирую. Вот. Он вдруг резко, это не было в сценарии, он сказал тонким голоском: «Будет тебе хаджи болван, чтобы тебя мухи съели». Все артисты рассмеялись, как бы это сагокот. И Карим Тинчурин с острова вообще залез под стол, но спас ситуацию Узани Султанов, который взял в руки и прикрикнул басом: «Над чем хохочете?» И занавес не был отпущен, они продолжили ставить спектакль, но после этого Салиху Сайдашеву особо роли не давали в плане актера. Вот эта вот афиша, которая с левой стороны у нас есть, висит она на стене, это оригинал тех времен. Это Да. очень ценно. Так, идем дальше. В дальнейшем появляется, говоря про союз Тинчурина и Салиха Сайдашева, Тинчурин был его, так скажем, учителем и очень близким человеком. И когда даже Тинчурин отправился на велосипеде по деревням собирать, различные песни, мелодии, он взял с собой именно Салиха Сайдашева. Салих Сайдашев на велосипеде ни разу в жизни не садился, не катался, но он согласился. И их ждут интересные гастроли, как у них постоянно ломались велосипеды. Также были такие прекрасные моменты, как они сидели на речке, на закате, когда они ночевали. И именно в такие моменты родилась одна из главных песен «Андре», которую в дальнейшем Салих Сайдашев вставляет в эту драму. И эта драма была написана за очень короткие сроки, то есть буквально за 20 дней он написал 20 музыкальных номеров и целый балет. Вот. Да. И именно в их сотрудничестве, то есть 150 работ у них было совместно сделано, да, где большинство Салих Сайдашев написал музыку к произведениям Карима Тинчурина. Вот. И именно благодаря их сотрудничеству такой жанр, как музыкальная драма, то есть имел большой успех и был очень популярен. Да. Идем дальше. Могу продолжить про Давай. Москву. В 1934 году началась учеба в Москве, в Московской консерватории, оперная студия, где все начинающие композиторы, сейчас, конечно, они уже известны, Назив Жиганов, Мансур Музафаров и все остальные, и они тогда еще были молодые, а Салих Сайдашев уже был готовый композитор, то есть у него было за плечами огромное количество музыкальных драм, произведений, и ему вдруг резко нужно садиться вместе с ними за одну парту, что-то узнать, какие-то новые знания, и можно даже сказать, что в Москве он потерял себя, потому что
за этот период он не создал ни одного произведения. Конечно, ему была выделена комната, то есть он жил не в общежитии, а в отдельной комнатке. В дальнейшем ему вообще дают квартиру. Туда потом уже переезжает его семья, София с 2 детьми. Однако ему ничего не нравилось в Москве, начиная от быта, что там не было этого татарского колорита, и заканчивая тем, что все преподаватели говорили ему: забудь все, что было раньше, делай абсолютно новое, делай оперы, симфонии. Салих Сайдашев, он начал татарскую культуру, и он понимал, что татарский народ пока еще не был готов к таким новшествам, как оперы, симфонии. Это довольно-таки же серьезные произведения, крупные. У нас пока за спиной были только мунаджат, барит и народные напевы. Вот. Ему сказали создать оперу «Зангашель», и у него... Перед ним вообще стояли вопросы, нужно ли это делать, зачем это делать. В общем, да, он не создал ни одного произведения. В дальнейшем он еще узнает потом о смерти матери, что, безусловно, не могло на нем не сказаться, потому что именно она вела весь быт, она следила за его сыном, за Альфредом. Альфред затем передается бабушке другой, потому что жене они так его не доверили. Вот. Его второй жене. Также, что еще можно сказать о том, что потом умирает младший сын Риляв, и Альфред переезжает к нему в Москву, но все равно уже это, как бы сказать, особо ситуация не спасла для Салиха Сайдашева. Вот. После вот всех этих событий, да, которые произошли в его жизни, как бы отдушина этого мира была то, что он начал очень тесно потом сотрудничать с другими писателями, да, это опять-таки был Тажи Гизетный, чьи произведения он тоже написал очень много музыки, вот, то есть этим он и жил, можно сказать, Да, в те свои времена. Но грустно, что если во время периода написания с Климом Тинчуриным это был как бы рассвет его творчества, то за Зигизатом это уже был как бы упадок его творчества, но это как бы действительно сказала видение, стало его спасательным кругом. Вот. Когда Карим Тинчурин когда Салих Сайдашев узнал, что Карим Тинчурин сделали врагом народа, Галия Кайбецкая, одна из певиц, вспоминает, что она беззаботно спускалась по лестницам консерватории, и она увидела, что около окошка сидит Салих Сайдашев, весь в печали, и она спрашивает, что произошло, а он лишь сказал ей слово «неужели Тинчурин враг народа?» Вот. И затем он сказал ей, чтобы она к нему не приближалась, потому что это тоже могло стать опасным для нее, ведь он сотрудничал вместе с Тинчуриным, и он как бы хотел так обезопасить ее, но это как бы, безусловно, был очень большой дар для него. Да. И такой потом момент прослеживается, да, что при жизни его, как у нас всегда принято, люди сначала не ценят творческих, да, потом только после смерти начинают уже дифирамбы петь. И в 1939 году, когда уже многие другие известные артисты уже имели звание артист СССР, да, ТАССР, да, то ему к 50-летию, то есть, да, сначала вообще день рождения не хотели праздновать, потом только решили его отпраздновать и дали ему звание заслуженного деятеля искусств ТАССР. То есть, исходя от того, что сколько всего сделал этот человек за такой короткий промежуток времени, да, в расцвете татарской культуры, то это, конечно же, нам кажется, это очень обидно. Вот. Говоря про сам юбилей Сайдашева, его вообще поначалу не хотели праздновать, только лишь когда один из однопартийцев похвалил его, они спустя месяц юбилея решили все-таки устроить. Да, это был гениальный концерт, но он был сделан не сразу, только когда уже с верхушки сказали, какой он молодец. Вот. Ему дали заслуженного артиста, и то в зале это не вызвало бурных аплодисментов и каких-то реакций, потому что они ожидали гораздо большего для него. Да. И там еще непонятно, знаете, такая ситуация, что почему-то в какой-то период начинаются на него нападки. То есть то, что он как-то не так пишет, что-то так не делает. То есть человек писал свою музыку, используя народную музыку, да. То есть, мне кажется, он сам это понимал, что народа вот так вот нужно воспитывать, да, большие какие-то симфонические произведения. У нас-то сейчас-то особо-то не слушают. Как бы очень сложно как-то привлечь людей к этому, да, в начале 20 века, когда мы только первые шаги какие-то делали, да, профессиональной музыки. Вот. И Салих Сайдашев смог через народную музыку, да, найти дорогу к сердцам нашего народа, да, чтобы мы как бы начали
слушать благородную Да, музыку, так да, скажем. да. Вот, и обидно за него то, что... То есть то ли это зависть, да, то ли... Ну, там понятное дело, что партийные дела, да, что там новые формы нужны, да. Наших бедных всех композиторов заставляли писать песни «Красная армия», «Дружина», та-там. Конечно же, когда тебя заставляют что-то писать, что-то делать, не очень-то... Ну, в смысле, очень сложно это все делать, вот. А Салих Сайдашев, учитывая, что еще ему в Москве было сложно, то есть отходить от каких-то таких своих первичных настроев к писанию музыки, да, то потом, конечно же, вот эти вот нападки, там еще нам не очень понравилось, как Наджиб Жиганов, Да, при всем уважении к его творчеству. да, великий человек, но многие композиторы перебегали из лагеря врагов, из лагеря от врага до друга. То есть то они хвалили Сайдашева, то они его ругали, говорили, что его музыкальные драмы уже не актуальны, это неинтересно, это не нужно. Много других высказываний были по отношению к Салиху Сайдашеву. Вот. Но, тем не менее, он был в союзе композиторов, да, важно сказать, что он вступил туда, его туда приглашали в 1939 году, но постоянно переживал нападки, но он никак не отвечал, то есть он просто слушал и продолжал как бы делать свою музыку. И он до последних своих дней был, как бы служил татарскому народу, хочется сказать. И вообще ходят какие-то слухи, то, что его якобы отчислили из Дома союзов композиторов. Это неправда, он до конца своей жизни как бы... Он никуда не уходил, да, его и не выгоняли. Вот. И интересный момент, что последнюю его песня называется «Жирларым мои песни» на слова Мусы Джалиля. Да, вот под самый конец хотелось бы эту песню включить. Буквально. И также цитата из этой песни. Free audio post-production by alphonic.com.